الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المسلمون. Братья мусульмане, Всевышний Аллах говорит в Священном Коране: «Бисмиллахир рахманир рахим, вал аср». Клянусь предвечерним временем. «Иннал инсана лафи хуср». Воистину человек в убытке, «илля лазина аману», кроме тех, которые уверовали. «Ва амилу салихат», кроме тех, которые совершили благие деяния. «Ватавасау бил хакки, ватавасау бис сабр», кроме тех, которые заповедовали друг другу истину и заповедовали друг другу терпение. Всевышний Аллах говорит: «Бисмиллахир рахманир рахим, ва та'авану алал бирри ват таква». Помогайте друг другу в благих деяниях, помогайте друг другу в богобоязненности. «Вала та'авану алал исми вал удван». И не помогайте друг другу в грехах, и не помогайте друг другу в враждебности. Община Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, в это неспокойное в мире время постигла смута. И эта смута – тьма, зло. Их называют хавариджиты. Они называют себя исламским государством, но мы призываем всех не называть их исламским государством. Это иблисское государство. Потому что все, что они творят, ничего с исламом общего не имеют. Они не могут провозглашать халифат, кроме как в присутствии всех богословов со всех исламских стран. В священном Писании, в сунне пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, истории не было такого провозглашения. Они использовали изречение пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, которое он сказал и имел в виду Мехди. Это единственный халиф, который должен появиться до судного дня, и это является предназнаменованием, знамением судного дня. И после этого Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что он будет из общины Мадина, Мадинатиль Мунаввара. Его имя будет моим именем. Имя его отца будет именем моего отца. Он будет Мухаммад ибн Абдуллах. Он будет Курейши. Он будет Хашими. И он переселится, и он уйдет в Мекку. Там соберутся все алимы со всего мира. И там будет присяга к этому Мехди. Они использовали некоторые хадисы, в котором упомянулся халиф. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, имеет в виду в этих хадисах халифа Мехди. И это является одним из предназнаменованием, знамением судного дня. В хадисе упоминается, что между Ираком и Сирией будут скопления войск, и некоторые из этих войск, они направятся для захвата вот этого Мехди. Земля треснет между Меккой и Мадиной в местечке Байда и проглотит вот это войско. Поэтому ученые, исламские ученые, они говорят, пока вы не услышите, что треснула земля между Меккой и Мадиной,
что из Мадины направился в Мекку человек, которого называют Мухаммад ибн Абдуллах Хашими, Курайши, Мехди, над чалмой, который будет сидеть ангел и будет говорить, что это действительно халиф, вы оставайтесь у себя, в своих домах, не шевелите ни руками, ни ногами. Потому что много появляется таких злодеев, которые называются халифами и убивают невинных людей. Община Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, постигла вот эта смута, о которой предостерегал и предупреждал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, в своих хадисах. Когда появились вот эти хавариджи, أخرج البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. Бухари, Муслим передают в своих достоверных книгах от Абу Саида аль-Худри. Мы сидели возле пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, وهو يقسم قسما, и он делил трофей. أتاه ذو الخويصرة, к нему подошел человек по имени Зул Хувайсир. وهو رجل من بني تميم, и он из племени Бану Тамима. Хочу упомянуть, что именно из этого племени и вышел Мухаммад ибн Абдуллах, Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, который возглавил вахабитов, и они хавариджи. وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم, и он сказал: о посланник Аллаха, «И'диль фаиннака лам та'диль», будь справедливым, поистине ты несправедлив. Как может повернуться такой язык? Как может человек сказать такие слова пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям? Поистине ты несправедлив. Бойся Аллаха. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, ответил: если я несправедлив, то кто будет справедливым? Умар ибн аль-Хаттаб, радди Аллаху анху, вскочил и сказал: дозволь мне отрубить ему голову. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: оставь его, о Умар. Поистине из числа его последователей будут люди, и когда вы увидите их совершающими намаз, то ваша молитва по сравнению с их молитвой покажется вам незначительной. Когда вы увидите их соблюдающими пост, то ваш пост вам покажется неполноценным. Они будут читать Коран, однако он не будет подниматься выше их ключиц. Они будут вылетать из религии, подобно стреле, вылетающей из лука. И они хавариджи. Под этим именем они выносили и они убили два сподвижника пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, Усман ибн Аффан и Али ибн Аби Талиб. Много было пролито крови. Убивали ученых, убивали потомков пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, убивали авлияов. И вот это неуважение, оно произошло от неуважения вот этого человека, который сказал пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям: поистине ты несправедлив. Когда Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, он послан милостью для миров. Всевышний Аллах говорит: бисмиллахир рахманир рахим, «Вама арсалнака илля рахматан лил алямин», мы не послали тебя, кроме как милостью для миров. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, послан для всего человечества. Ислам – это религия добра, это религия мира, это религия красоты, это религия справедливости, это религия щедрости. Ислам – это религия добрых нравов. Мусульманин должен быть примером для всего человечества. Потому что Всевышний Аллах говорит: бисмиллахир рахманир рахим, «Уд'у иля сабили раббика бил хикмати вал мау'изати хасана». Ты призывай к пути Аллаха. Ты призывай к пути Аллаха мудростью и красивой проповедью. Имам Кушайри приводит комментарий к этому слову «мудростью». Что такое является мудрость? Это значит, тот, кто призывает людей к истине, он должен быть сам примером для них. Он должен быть сам примером для них. Поэтому мир сейчас постигла вот эта беда,
И вы представляете, что они выносят такфир всем, кто не уходит в байат с ними. Кто не присягнул к ним, они неверные. Так 1,5 миллиарда населения мусульман всего мира является неверным по ихнему убеждению. Тогда куда делась община Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям? Куда она делась? Если несколько тысяч человек вынесли такфир, обвиняют в неверии всех мусульман всего мира, почему молодежь не прислушивается? Почему они не вдумываются в их слова? Как может весь мир? Потому что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ла таджтами'у уммати аля далала». Поистине моя община не объединится в заблуждении. Не объединится в заблуждении. Поэтому мы призываем всех мусульман, и не мусульман, не называть их исламским государством, это иблисское государство, потому что все, что они творят, это увещевает иблис, увещевает сатана, это путь сатаны и войско сатаны. Это не мы их назвали, а назвали великие комментаторы, великие муфассиры, великие алимы 200 лет назад. Имам Сави упоминает их и говорит, что это хизбу шайтан, это войско сатаны. Сейчас мир узнал зло хавариджах, и арабский мир тоже. Но когда в Чечне они творили вот это зло, именно вот эти аяты и вот эти хадисы приводил шахид, алим, муфти, первый президент Чеченской Республики Ахмад Хаджи Кадыров, и говорил, что это зло. И мы испытали на себе. Мусульмане всего мира встречались на больших конференциях со всех стран и вынесли единое решение, что они являются хавариджитами. Хавариджиты. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, не сказал, что они будут из его общины. Он сказал, появятся люди в общине. Не сказал из общины, сказал в общине. Он не сказал мин уммати, сказал фи уммати. Саяхруджу фи ахири заман каумун фи уммати. Следовательно, Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, не считает их из своей общины. Поэтому вот эта беда, зло, смута, которая постигла весь мир, мы должны, как говорит Всевышний Аллах, Сурат Аль-Аср, мы должны друг другу говорить истину и должны держаться вместе, держаться на истинном пути Всевышнего Аллаха. Я еще раз хочу поздравить всех мусульман с открытием вот этой великолепной мечети, которая является гордостью, символом мусульман, всей мусульманской уммы, общины Российской Федерации. Это великий успех, большая победа. Потому что мы должны показывать пример, мы должны призывать всех и говорить всем, что ислам терроризм не является исламским. У терроризма нету нации и нету религии. Мы же не называем христианских террористов и христианский терроризм и так далее. У терроризма нету нации, и не надо говорить терроризм исламский. Терроризм, он и есть терроризм и экстремизм. Это путь шайтана. А ислам – это спасение для всего человечества. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.